Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і зараз мы будзем абмяркоўваць эканамічна-сацыяльныя палітычныя аспекты і бакі нашага жыцця, таму што у нас у студыі рэгулярным сваім эфірам раз на 3 тыдні мы сустракаемся тут у нашай студыі, ну калі ён не забываецца прыйсці, з выдатным аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок», эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне, Зміцер. Ну што ж, вельмі рады цябе бачыць пасля таго, як ты схадзіў ад нас налево да Мікіты Мелказёрова. Дарэчы, раю ўсім паглядзець праграму з удзелам Андрэя Махоўска «Жыццё Маліна», сапраўды вельмі цікавая, адметная. Ну, Андрэй заўсёды годна глядзіцца і выказваецца у эфіры. Вялікі дзякуй. І вам дзякуй за ваш дзякуй, як кажуць у нас. Ну і пачнем. Андрэй, зараз праходзіў у Мінску саміт ЕС, і у межах гэтага саміту Лукашенко звадзіў гасцей, удзельнікаў, ну пераважна там это кіраўнікі краінаў, на такі, як это называецца у іх, нефармальную такую вячэру у скандальна вядомы рэстаран «Лебяжы», дзе ўсіх сярод іншага, але вельмі так дэманстратыўна пачаставаў дранікамі. Бульбы на дранікі для гасцей саміту ЕС знайшлося у Беларусі. Ну, здавалася б, тут можна паёрнічаць, але я так што разумею, не ўсё так проста у каралеўстве бульбяным. Ну, сразу две острые темы. Саммит этого Евразийского союза и картошка. Я даже не знаю, что труднее вообще на самом деле. Ну, что у нас с картошкой? С картошкой у нас, конечно, наконец придумали, как бороться с этим дефицитом картофельным, да, потому что у нас же этот наш парламент, как он себя называет, принял закон, причем сразу в 2 чтениях, о том, что за дефицит картошки будут штрафовать. Причем будут штрафовать там буквально практически всех. Там будут штрафовать тех, кто производит эту картошку. Ну, не только картошки, вообще всех овощей. Тех, кто производит картошку, тех, кто ее продает. Пришли в магазин, нет в магазине картошки, магазину штраф, причем приличный штраф, там 8,5 тысяч белорусских рублей, по-моему, да, на магазин может заплатить. Вот. Ну, то есть такая идея в том, что вот если их штрафовать, то картошку они как-нибудь откуда-нибудь вот возьмут, да, это же... И я не понимаю, и я вот считаю, что тут есть один недостаток в этом проекте. Один? Нет, 2. Ладно, 2 недостатка. 2, действительно 2 недостатка. Ну, во-первых, почему штрафовать только малые штрафы, низкие, надо больше. Нет, это как бы это технические детали, можно исправлять. Но, во-первых, почему штрафовать только за отсутствие овощей? Ну, то есть вот они думают, что только теперь у нас овощи будут все время пропадать, что только этого будет дефицит, а другого никакого дефицита не будет. Ну, надо штрафовать за отсутствие чего угодно. Чего-то нет в магазине, магазин оштрафовали. Все. То есть пришел, что-нибудь тебе треба, чего-нибудь там нема? Нет, оштрафовали. Все. Это как бы вот, ну, потому что иначе же на каждый товар надо принимать отдельный закон. Ну, это же законов не напасешься. Просто, ну, невозможно же так. Это, во-первых, люди при деле будут законы писать постоянно. Парламент сейчас у нас уходит на каникулы. А если там у нас, я не знаю, сметанка пропадет в это время, пока он на каникулах, и что? Вот так все будут ходить неоштрафованные, без сметаны. Я вообще за бульбу яйца пропали. Опять же. Вот, это, во-первых. А во-вторых, была гораздо лучшая идея у Комитета госконтроля когда-то. Комитет госконтроля, когда этот дефицит только начинался картофельный, он предлагал закрывать магазины, в которых нет картошки. Вот я считаю, что вот эту идею и надо было применять. Я пропоную пойти далей, расстреливать. Не, ну это уже слишком радикально. А вот если вы... Парочку, троечку расстрелял, уже раз и глядишь, бульбы завались. Не, смотри, тут же гениальность идеи в чем? Если вы закрыли... В магазине нет картошки, вы закрыли магазин, да? Никто же после этого не пожалуется, что в этом магазине нет картошки. Все, проблема решена. Нет магазина, нет проблемы. Ну, а расстреливать картошку они же все равно ниоткуда не возьмут, если ее нет. Вот, поэтому, ну, вот это 2 таких важных недостатка в этом вот законе. Но там, на самом деле, на этом саммите он был забавный, да, там Лукашенко очень очень много говорил там про то, какое у них великое объединение, про то, как все с завистью на него смотрят и хотят вот, значит, к нему кто присоединиться, кто им помешать, да, про то, что у них там есть доступ к рынку на триллионы, триллиардов долларов, и вообще все хорошо, да. А потом такой
неожиданный контраст. Лукашенко сказал, а сделайте так, чтобы у нас не было дефицита еды. Ну, то есть, вот, да, с одной стороны, вот это великое объединение, а с другой стороны, он просит сделать так, чтобы не было дефицита еды, потому что приходится из-за этого дефицита еды разрешать продавать в этом Евразийском союзе еду, там, недружественные польские яблоки и черт знает вообще чью недружественную картошку, да, вот, поэтому такой, ну, забавный, очень забавный контраст, как мне кажется, вот между высокими планами и дефицитом еды, дефицитом продуктов. Ну, феерычная прамова нашага гостя, але я ўсё ж таки удакладню. Так вот, ці можна казаць, што не сёння-заўтра, але пытанне бульбы ўсё ж таки будзе канчаткова вырашанае ў Беларусі, только па-сур'ёзкі. Окончательное решение картофельного вопроса. Кто-то уже это что-то такое мне напоминает. Да, да, да. Ну, реально, знаешь. Да. Не, ну, конечно, куда же она денется? Ну, в конце концов, вот уже ж новая картошка подрастает потихоньку. Ой, не факт. Может, это будет не та картошка, и не столько картошки, и не по тем ценам картошка. Дробненькая, но по 5. Да, ну, по 5, да. Ну, на самом деле, это же, это же дефицита картошки в нормальных обстоятельствах у нас там не должно было быть. Ну, то есть, она могла быть по высоким ценам, если картошки мало, да, она может быть дорогая. Но как бы вот, чтобы возник дефицит, дефицит – это только следствие вот этого регулирования цен, и больше ничего. То есть, иначе, ну, картошка стоила бы дороже, люди, может быть, покупали бы ее меньше, но картошки бы вот как бы, ну, она бы была все равно. Вот. То есть, слухай, а вот гэтая ситуация как бы не прымушае дацяміць, что, а может быть, мы замест закона об штрафах как бы адменім закон об регуляванні коштаў, не працуе так? По идее, должно было, и как бы, ну, нормальная логика это предполагает. Но мы сейчас видим как раз обратное, потому что, ну, вот буквально совсем недавно, да, там у нас этот МАРТ принял постановление о том, что они частично отменили вот эту частичную либерализацию цен, да, они опять вернули регулирование цен там на мясо, ну, на мясные продукты, там, на молочные продукты, там, на сладости какие-то. Ну, это при том, что на самом деле там же была такая отмена очень частичная, да, там, это же не на все мясные продукты тогда отменяли регулирование цен, там на, я не помню, там на какие-то пирожки отменяли, вот на пельмени, по-моему, отменяли, а на чебуреки не отменяли. Ну, как-то вот так было, да. А теперь они все вернули. То есть, ну, как бы, они даже 2 с небольшим месяца выдержали. Но хуже того, этот же МАРТ сейчас собирается принять другое постановление о том, чтобы регулировать цены уже прямо на рынках. То есть, как бы по нормальной логике, в общем, да, можно было бы подумать о том, что, ну, мы можем решить проблему дефицита путем отмены ценового контроля. Но почему-то это не работает, и вот сейчас там этот ценовой контроль, он возвращается, возможно, даже в худших формах, чем был раньше, потому что, ну, все-таки раньше цены на рынках не регулировали. Ну, это же вообще смысл рынка. Ты пришел, там, у вас там картошка по 5, а не отдайте мне по 3, вы сходитесь на 4, и это компромисс называется. В этом смысл рынка. Вот. А сейчас они требуют, чтобы у этих торговцев, у каждого торговца на рынке был письменный документ, бумажка с обоснованием правильного расчета цен на каждый товар. Ну, то есть, вот представим себе, приехал какой-то фермер с фермы, и он должен доказать, что он продает свою картошку по правильной цене. А где ему взять эту бумажку? То есть, ну, надо, наверное, идти в это Министерство торговли и просить, чтобы там дали. Ну, как бы вот, поэтому все возвращается в худшем варианте, на самом деле. Ну і вернемся до гэтага самміта ЕАЭС. Усё ж такі, ну я разумею, што гэта у пэўным сэнсе палітычная была такая акцыя, але першапачаткова гэта найперш эканамічная такая інтэграцыйная такая суполка. Все ж таки, калі казаць, ну, самміт, ну, там павінны сабрацца нейкія вось вырашыць ці знайсці новыя магчымасці для там эканамічных нейкіх там супрацы, паставак, яшчэ што могуць чым-нибудь похвалиться? Ну, на самом деле, многие написали, да, ну, почти все написали, ну, кроме, конечно, белорусских государственных СМИ, что саммит был полным абсолютным провалом, да. Даже Лукашенко, когда он рассказывал о том, как хорошо в этом Евразийском союзе, он все равно не смог удержаться, чтобы сказать, что, ну, вообще-то мы ни черта не делаем.
Вот, как бы у нас такой потенциал, но вот мы ничего не делаем. Ну, и это на самом деле, честно говоря, вот провал этого саммита – это же закономерный результат того, куда движется этот Евразийский союз. Потому что, ну, что такое Евразийский союз, как там, с целью, какой он создавался, да? Евразийский союз создавался со стороны России как такой паллиатив Советского Союза. Ну, чтобы вот, как бы, вот нас там... Вот мы были, чтобы мы где-то были главными, Россия была главными, да, а со стороны всех остальных, которые в него вступали, это была возможность доступа на российский рынок. Ну, потому что вот там вот Евразийский союз, он занимает 4% мирового ВВП весь вместе, и почти все эти 4% это российская экономика. Вот. Ну, а сейчас российская экономика просто, она выходит из строя, она ломается прямо целыми секторами. И, ну, и как бы возникает у участников этого Евразийского союза такая закономерная мысль. Мы вас любим, если у вас есть деньги, а если у вас нет денег, то за что же нам вас любить? Ну, и вот весь этот союз строился вокруг России, и поскольку российская экономика, российские рынки, они выходят из строя, то Евразийский союз теряет смысл. Ну, зачем он? Он никому не нужен. Его единственная цель – бестаможенный доступ на российский рынок для всех участников союза. Вожык патрыёт вяртае нас да тэмы бульбы, ну і ў прынцыпе уражаю. Вот он піша: раней у прамовах Лукашэнкі гучалі спадзевы на надвор'е і тады ураджай будзе, а гэтым разам нешта зусім не чуваць пра нейкія планы. Няўжо не могуць намаляваць яму лічбы так, каб спадабалася? Могут, конечно, но он же, ну, я думаю, надеюсь, хотя не уверен, он же, наверное, все-таки это понимает, что когда ему их рисуют. Ну, он даже иногда публично высказывает свои подозрения, что что-то вот как бы не так с этим, да. А вообще, да, это, кстати, это хорошее наблюдение, потому что вот действительно, у нас же как бы вот белорусский урожай, он имеет такой как бы цикл интересный, да. У нас по весне всегда наш Минсельхозпрод ставит рекорды своих прогнозов на урожай и говорит: мы в прошлом году мы собрали там 9 миллионов тонн зерна, в этом году мы соберем 12. Вот. Потом как бы что-нибудь случается, ну, с погодой что-то нехорошее, и как бы вот это вот немножко все начинает снижаться. Потом осенью Минсельхозпрод говорит: ну, 12 не получилось, ну, вот все-таки 10 мы собрали. Потом приходят уточненные статданные, и оказывается, что собрали меньше, чем в прошлом году. Вот. Но это такой нормальный, закономерный цикл белорусского урожая. А в этом году действительно они не хвастаются своим будущим урожаем. Это, кстати, очень интересно, потому что вот один раз только в марте Минсельхозпрод делал прогноз на то, какой будет у нас рекордный урожай, и с тех пор больше ни разу ничего. И даже вот уже уборочная, можно сказать, на носу, а никто не говорит, что мы всего там соберем. Я так подозреваю, что, наверное, они начали что-то такое подозревать нехорошее про свой урожай уже с самого начала. Я так думаю, что гэта ўсё одно ўсё из-за Лукашэнкі. Ну, как бы час прайшоў, как бы пора на такую ўжо пенсію, тому что, ведаеш, як это раней было, як я заявляў з гонарам. Вы просили дождь, я даў вам дождь. То есть вот хочешь там не дождь, а каб сонейка свяціла, мог даць і гэта, а зараз атрымліваецца не можа, все как-то поистрыпался. Ну, вот это, кстати, хорошая мысль. Да, действительно, потерял свою магическую силу. Ни дождя не может дать, ни солнца, ни даже картошки. Максимум, что может накормить этих вот гостей драниками. Ну, то есть, как это, Акела промахнулся. Тоже, небось, с импортной картошки, я подозреваю. Ну, причем, ну, с замежной некой бульбой, ну, какие драники могут быть? Ну, как бы атрымалася с одного боку, конечно, там Путину показать на его отказ, на его насмешки, что вот есть, бачишь, бульбы, драники можем тебе надо заработать. Но не все так однозначно, как любит говорить пропаганда. Ну, вот только на Путина ее и хватило. Давай до іншых тэмаў закранемся. Усё ж таки на гэтым фоне вот рассказываюць про
нейкія там росты ВВП, про чарговыя там магчымасці эканомікі у звязку, ну найперш там з заказамі, якія ідуць з Расіі, гандлем і гэтак далей. А у той жа час з'яўляецца інфармацыя про тое, што неяк вось запаволіўся рост рэальных прыбыткаў насельніцтва. Ці з чым звязана і ці варта на гэтыя дробязі звяртаць увагу? Ну, смотри, я бы все-таки уточнил, что они не стали уменьшаться, доходы, просто их стал не таким, как был раньше, чуть-чуть медленнее. Ну, во-первых, это все-таки естественный процесс, потому что насколько они могут расти, но не могут они все время расти там на 12% при росте экономики у нас, извините, там меньше 3%, да, ну, это как бы невозможно долго выдерживать. Ну, просто не из чего их повышать. А второй момент, я думаю, что тут есть еще одна такая штука. Вот мы последнее время... Ну, это же считается средние доходы, да, населения. Вот как бы... Ну, кто везде, все вот что-то там получают люди. А второй момент, я бы обратил внимание на то, что у нас вот по весне было очень много сообщение о том, что то один завод уходит на вынужденные каникулы, то другой завод уходит на вынужденные каникулы, то там на заводе где-то премию не выплачивают, да, это же тоже учитывается в доходах населения, вот премии, да, вот, то есть премия все это время была, а потом ее не выплачивают. Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, вот это замедление темпов роста, его причина, это, конечно, то, что они достигли какого-то естественного потолка и больше такими темпами расти не могут. А другая причина – это проблемы действительно в экономике. Ну и в основном это, конечно, связано с тем, что наш главный российский рынок нас постоянно подводит. Что значит подводит? Он же бясконцы гэты рынок. Ну вот оказалось, что нет. Там вот, да, я упомянул, что там, да, вот мы сейчас смотрим, российская экономика, она прям секторами ломается. Вот просто уже не отдельные заводы, а прям сектора, да, там вот угольная промышленность российская, там 60% предприятий уже убыточные. Там посчитали, что вот с начала года они несли убытков в месяц, вот вся эта угольная промышленность, на 1 миллиард российских рублей каждый день. В смысле, в день они теряли по 1 миллиарду рублей. Ну, переходят на зеленую энергетику, и все, и не потребно просто. А вот, да, я почему про угольную именно говорю, потому что это же особая такая промышленность. Это же не просто как бы, это не завод, не трактор, ничего там. Это еще и моногородки, что важно, да, которые были построены вокруг вот этих шахт. Там никакого другого источника благосостояния в этих городках нету. Если шахтеры не получают деньги, то там, условно, зарплату, да, то, условно говоря, местный магазин не получает выручки никакой, потому что у него никто ничего не покупает, потому что у них денег нет, чтобы... Открываются на кожной улице вербовочные центры. Ну, вот, да, это вариант, да, это вариант, у них сейчас есть куда вот это девать. То есть, это угольная промышленность. Там в машиностроении, автомобилестроении, там падение 27%. Сейчас вот директор АвтоВАЗа буквально недавно хвастался, наоборот, да, говорил, что запасы на складах машин непроданных 500 тысяч штук сейчас стоит. Ну, как сейчас? На конец мая. Сейчас уже, наверное, больше. Вот. Там падает... Сейчас говорят про банковский кризис, который наступает. И вот очень хорошие слова, характерные слова сказал Герман Греф, глава российского Сбербанка, на саммите вот этом в Питере, как там он у них называется, питерский чего-то там саммит. Он сказал, что все прогнозы, которые были... они были слишком оптимистичными по сравнению с реальностью, которую мы сейчас имеем. Ну вот российская экономика ломается, получается, быстрее, чем от нее ожидали. Ну, вот, значит, а калі казаць, вот все ж таки уже узгадали гэтую тему, что людям нема дзе працаваць, але вернемся у Беларусь да адваротнай ситуации. Ёсць кому працаваць? Что показывает статистика? И жыццё, самое главное. Ну, то, что мы видим, как бы ничего нового не произошло. Ну, в смысле, сейчас мы видим, количество занятых в белорусской экономике опять сокращается, да. Они немножко смогли на короткое время эту тенденцию там чуть-чуть переломить, да, путем
там, вот этого походов с рейдами по тунеядцам, там, привлечением пенсионеров, каких-то завлечением каких-то небольшого количества, подчеркиваю, это ничтожное количество мигрантов, да, в Беларусь. Вот. Но как бы, это все были меры такие, которые очень короткие, и они, вот, их эффект кончился, и мы опять имеем то, что имели все это время. Количество занятых в белорусской экономике сокращается, количество вакансий при этом как бы растет. Работать в стране некого. Это же характерная же идея, боже мой, это вот Игоря Тура, который недавно сказал, что как нам решить проблему лишних людей в стране, нам надо закрыть лишние заводы. Не будет заводов, не будет лишних людей. Все же логично. Ну да, як нема крамаў, так ніхто у іх не ходзіць, і пра пытанне бульбы знятае. Абсолютно то же самое. Нет заводов, как бы нет лишних людей, как бы нет проблемы людям, где работать, потому что нет же заводов. Все. Але калі вярнуцца да тэмы працоўнай міграцыі, днямі вось бачылі здымак, дзе, здаецца, на гэтых крамах Машэнска, не крамах, а за прадпрыемства Машэнска працуе досыць шмат нейкіх там, здаецца, пакістанцаў ці непальцаў, вот людзі адтуль з таго рэгіёна. Атрымліваецца, міграцыя працоўная ўсё ж таки насуперак словам пра тое, што чым можа быць цікавая ў плане працоўнай міграцыі Беларусь, яна ёсць. Не, она есть. Она просто есть в ничтожных количествах. То есть, там сколько там, по-моему, 30 тысяч у нас работает этих трудовых мигрантов, да, на страну, где 4 с лишним миллиона людей, трудоспособных. То есть это как бы ничтожная доля процента. Она, конечно, есть, но люди, есть, как это называется, есть статистика, да, и всегда как бы вот, когда мы говорим о таких маленьких очень процентах, то, естественно, как кому-то интересно поехать в Беларусь. Просто нет этой трудовой миграции в тех масштабах, каких она могла бы помочь решить проблему того, что в Беларуси не хватает белорусов. То есть, если у вас уехало 600 тысяч человек, да, по состоянию вот на начало этого года, а приехало вместо них 30 тысяч мигрантов, вот какой у вас баланс получается? 570 тысяч человек у вас по-прежнему не хватает. Але ці не асабліва вот з улікам тваіх жа словаў пра тое, што пэўныя заводы, прадпрыемствы ўжо сыходзяць у вымушаныя адпачынкі, што рушыцца расійская эканоміка, адпаведна патрэбы, можа быць, у прадукцыі беларускіх прадпрыемствах не такая ўжо вялікая. Можа, мы акурат такі і дойдзем да таго, пра што гаворыць той же самы Тур, прадпрыемствы просто закрыюцца, і адпаведна знікне гэтая праблема недахопу працоўных рук. Абсолютно. И я думаю, что это как бы он не просто так говорит, это как бы он пытается выдать баг за фичу, да? То есть вот это как бы просто они заранее объясняют, что это не потому, что мы вот развалили все и у нас заводы закрываются, да, а это потому, что у нас такая мудрая экономическая политика, мы их специально закрываем, чтобы решить проблему дефицита кадров в стране, потому что вот эти там же у него идея такая, что многие заводы не должны работать, потому что они приносят там, они убыточные, да, и как бы государству дороже, если они работают. И это на самом деле же правда. Об этом же 30 лет там говорили белорусским властям вообще все независимые экономисты. Там МВФ им все время это рассказывал, что у вас есть проблема скрытой безработицы, когда люди как бы работают, делают вид, что они работают. То есть люди это работали нормально, но из-за убыточности как вот этих вот самих предприятий эта работа была неэффективной. А вы делаете вид, что вы им платите зарплату, да? И это действительно проблема, которая была на протяжении, до 2020 года она существовала, как минимум. И поэтому вот из-за того, что было много лишних людей занято в экономике, я думаю, белорусские власти так спокойно сначала относились к иммиграции. То есть они думали, что вот у нас сейчас есть избыточная численность людей на заводах, но мы никого не хотим увольнять, чтобы не иметь социальных последствий, да, но вот сейчас вот это лишнее количество людей уедет из страны, да, и баланс восстановится, и у нас будет вот столько, сколько просто уехало людей гораздо больше, чем они рассчитывали. Там они рассчитывали, может быть, на десятки тысяч, уехали сотни тысяч. И как бы баланс сместился в другую сторону. Но если сейчас, да,
заводы начнут закрываться, то я думаю, что вот на самом деле количество занятых в экономике, естественно, увеличиваться не будет, да, ну, ему неоткуда взяться. А вот количество вот этих свободных вакансий, оно может действительно начать сокращаться. Ну, это будет, ну, это как бы будет, ну, не потому, что хорошо, это будет потому, что совсем плохо. А як же ж вот с этой асноўнай тэзай, з якой як з фетішам бегалі 30 гадоў, што паглядзіце, як там вот у суседніх гэтых краінах былога Савецкага Саюза прыйшоў капіталізм, заводы позакрываліся, людзі бедныя, несчастныя, а тут же ж вот крэпкі хозяйственніку, он же сохранил усё. Ну, так и куда это денется? Они сейчас от многих своих тезисов потихонечку как-то делают вид, что у них таких тезисов и не было, да, потому что, ну, про те же заводы, как я говорю, это были многочисленные рекомендации МВФ про то, что вы лучше сокращайте людей постепенно, понемножку, да, переобучайте их, ну, на какие-то другие, в какие-то другие сферы, где они будут, эти люди будут востребованы, да, но они отвечали, да, не, мы хотим сохранить заводы. Сейчас они сами говорят, не, мы будем закрывать заводы, это же как бы экономически целесообразно, вот, поэтому, ну, тезисы тезисами, а жизнь, она заставляет крутиться. Пытанне ад Вожыка Патрыёта. Чаму Нацбанк просіць прытармазіць з крэдытамі, дзе Галоўчынка пабачыў небяспеку? Ну і дарэчы, да, вот я закрыў, быў артыкул у нашых калег, здаецца, на люстэрку, зараз хуценька адкрыю. Один заголовок чаго каштуе. Нацбанк указал на пагрозы фінансавай і цэнавой стабільнасці, звязанай с набегамі людзей на банкі, а людзі яшчэ больш поднаціснули. Что адбываецца? Так, ну, значит, почему люди берут больше, как бы берут больше кредитов? Ну, это чисто во-первых, это чисто техническая вещь, да. Если вы получаете большую зарплату, то, соответственно, у вас увеличивается лимит, на который вы можете взять кредит, да, и, ну, просто вам больше дадут денег, или если вам под вашу прежнюю зарплату его вообще могли не дать, то теперь вам как бы его дадут. Это почему происходит, что происходит, почему увеличивается кредит? Значит, почему это беспокоит Нацбанк? Ну, как бы Нацбанк это, ну, вот Нацбанк это беспокоит, потому что это создает такую серьезную уже угрозу финансовой стабильности. Вот у нас, как по подсчетам Нацбанка, потребительский, ну, люди получают больше денег, берут кредиты, ко всему прочему, да, а на что они их тратят? Они же их тратят на всякие глупости. Они же не тратят их на благосостояние тракторного завода. Они же тратят на то, чтобы купить себе импортные товары. А из-за этого возникает такой торговый дисбаланс. И вот по подсчетам Нацбанка у нас за 4, по-моему, месяца рост потребительского импорта был 14,5%. Это много. Это очень много. Именно потребительского импорта. У нас сейчас вот буквально сегодня свежие данные. У нас отрицательное сальдо торгового баланса 2,6 миллиарда долларов. Это совсем много. У нас за первый квартал вот сальдо, отрицательное сальдо по счету платежного баланса, это, условно говоря, все деньги, которые приходят и уходят из страны, да, оно было 2 миллиарда долларов. Это очень много. Ну, то есть все это создает как бы плохое давление на внутреннем рынке, давление на валютный рынок, поэтому Нацбанк беспокоится. Ну вот с Нацбанком, кстати, Нацбанк же недавно повысил ставку рефинансирования, да, и вот это странная вещь, на самом деле, была, если честно, абсолютно, потому что он это сделал совершенно внезапно, вдруг, как бы ничто, как говорится, не предвещало. То есть еще за 2 недели до этого, до того, как ее повысили, нам Головченко говорил, что у нас все хорошо, инфляция под полным контролем, и вдруг тот же самый Головченко через 2 недели начинает говорить, что ну вот у нас тут такие всякие дисбалансы разные нехорошие нарисовались, надо что-то с этим делать, как бы, может, и ставку поднять, и вообще. Вот я не знаю, что им открыло глаза внезапно. Вот. Может быть, инфляция, может быть, вот эта вот ситуация с торговым балансом, которая резко ухудшилась. Можна больш падрабязна про гэты гандлёвы баланс? Адкуль гэта ўсё это узнікла і якія пагрозы насамрэч? Да, ну, так, смотри, вот как бы что главный его, так сказать, источник. Ну, если именно про торговый баланс говорить. Вот сейчас торговый баланс торговли товарами 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Там сегодняшние данные Белстата по
получается, почему он возник? Ну, он возник потому, что белорусский экспорт сокращается, а импорт в Беларусь, наоборот, растет. Причем, ну, там как бы интересный момент, что вот этот вот, мы же все помним, вот этот грандиозный поход по рынкам дальней дуги. Вот Африка, будем осваивать Латинскую Америку, мы новые конкистадоры, там, да, вот. Як это ён сказаў зараз прызначаным новым послам, не по приемам ходить. Да, а продавать белорусский товар. Да, вот это все будем осваивать. Ну и вот при всем чем больше они прилагают усилий, тем хуже становится с торговлей на рынках дальней дуги. Потому что в апреле экспорт на вот эти рынки дальней дуги, ну, в страны вне СНГ это называется, упал на 13%, а в мае он упал уже на 16%. Ну, то есть 16% это мы уже говорим не упал, это мы уже говорим рухнул. Ну, как бы, потому что 16% упало, это до 10. А если больше 10, это уже рухнул. Там, если больше половины, это уже вообще обвалился. И все. Вот. Вот, то есть это что происходит с торговлей, да? Как бы, ну, сам по себе торговый дефицит, в нем особо нет ничего страшного, если вам есть его чем закрыть и чем компенсировать. Да? Ну, чем приличные страны его компенсируют? Они компенсируют иностранными инвестициями, да, которых больше приходит в страну, чем уходит из страны. Они компенсируют это какими-то дополнительными трансфертами, да, когда там людям платят за работу, ну, из-за границы, ну, вот это все. Да. В конце концов, они компенсируют это кредитами, берут в долг, и как бы это нормально. Но у нас-то вот все эти источники закрыты. Ничего этого мы сделать не можем. Кредиты дает Россия, но она их уже не дает. Там Россия до сих пор там не может несчастные 100 миллиардов российских рублей выдать, которые она выделила еще в 2022 году, между прочим. А что такое? А вот как-то проектов не находится. Не, на самом деле это тоже интересная вещь, потому что они же давали под импортозамещение, да, но чтобы получить этот кредит, вам надо представить проект. А проектов не находится. Ну вот нету, не могут они ничего придумать. Ну вот микроэлектронику, микросхемы, которые самые большие в мире, да, вот для российских ракет, ну это можем поставлять. А как-то ничего, никаких прорывных инновационных технологий с 22 года они так и не придумали. Вот. Ну и поэтому да, ну и это опасно, конечно, такой простой вещью, это давление на финансовый рынок, давление на валютный рынок, это там, может обвалить вам рубль, это ведет к инфляции, то есть это всякими такими нехорошими излишествами финансовыми чревато, когда вот у вас возникает такой большой... когда вы отдаете денег больше, чем вы их получаете. Вот, собственно, это вот простая такая вещь. До речі, ось вяртаюць нас, але з іншай інфармацыяй, але ось да тэмы, як вяртае бульбу ў крамы беларускі рэжым, там прынялі закон штрафы. Так вось, здаецца, у Магілёве сілавікі пагражаюць дармаедам суткамі. Маўляў, што не будешь уладкоўвацца на працу на суткі. Ну, как бы нормальны такі падыход. Що ж такі, я не адмаўляюся ад гэтай ідэі, вот хай там тур можа быть, не, тур как бы не падыходит, а заронак подкіне ўсё ж таки расстрэльваць. Что-то ты кровожадный какой-то. Ну что сразу расстреливать? Сутки же хорошо. На сутки человек пойдет, посидит, поработает на благоустройстве, и он будет занятым, что характерно при этом. Понимаешь? Тут как бы одно расстреливать, ну, конечно, у нас людей и так не хватает в стране, куда же еще и расстреливать еще больше. Наоборот, так человека трудоустроили. Но это же на самом деле не только в Могилеве. Такими же рейдами, я знаю, что ходят по Минску, да, там, господи, там они даже КГБ привлекали для работы с тунеядцами. Ну, то есть КГБ занимается тем, что оно нормальный уровень, спрашивает людей, а почему вы не работаете, а чем вы вообще вот заняты, и надо идти на работу. КГБ. Ну, то есть вот как бы важная государственная проблема, вопрос государственной безопасности. Так что, это не только в Могилеве. Ну, как минимум, Минск и Могилев так точно. Там точно ходят и угрожают сутками. Ну, люди ж как бы вот при деле работают. И я так разумею, там как бы все нормально и с заработками, и с кадрами. Да. Не, вот в чем смысл этих всех походов по тунеядцам, когда они, да, экономического смысла во всем этом нет, конечно же, никакого, да, потому что, если вы привлекаете
такого принципиально убежденного тунеядца, я сейчас не говорю про людей, которые как бы на самом деле работают, которых просто власти считают тунеядцами. Я говорю про такого убежденного принципиального тунеядца. Ну, вот из фильма там этого «Операция И», которую, да, кто там на заводах, кто там у нас на мясокомбинат. Вот. Он же у вас работает, его же дороже обходится привлечь к работе, чем он вам наработает. Ну, потому что так он вам и наработает. Вот. И ничего же не изменилось. Поэтому экономического смысла нет, но есть ведомственный смысл, потому что та же милиция при деле, у нее появляется дополнительная новая функция, новые рычаги влияния на тех же людей, которые там живут, у того же участкового. Вот. Плюс она может отчитываться и показывать, что вот мы привлекли столько тунеядцев, это значит премии, там, почетные грамоты. То есть смысл только бюрократический. Экономического смысла, конечно, в этом нет. Андрей, давай звернемся до любимой темы беларусаў усіх, это курс доллара. І тут как бы некалькі момантаў, сама тэма курса і, можа быть, ведаеш, што з чаго пачнем. Вось я зараз сказаў фразу, што любімая тэма беларусаў, долары, гэтак далей, і это сапраўды так. Беларус как бы звычайна, у яго аўтаматам закладзена неяк ужо ў падсвядомасці, ён глядзіць на кошт у беларускіх рублях, у польскіх злотых, там, я не ведаю, там у якіх-небудзь лірах, і аўтаматычна ў яго адразу раз спрацоўвае, ён пералічвае, колькі это ў доларах. Але наколькі гэта будзе працаваць, калі глядзець на тренды, якія зараз ёсць, ці не сапраўды зараз мы прыйдзем да таго, што долар перастане быць для белорусов некой такой значной валютой? Ну, на самом деле, мне кажется, что это, во-первых, уже происходит. Ну, в смысле, как бы, что люди... что доллар уже не так важен, как это было раньше, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что это уже происходит, просто, что люди уже не так пересчитывают. Ну, это естественно, потому что белорусский рубль, курс рубля достаточно стабилен, достаточно долгое время, с одной стороны. С другой стороны, мы имеем затруднения все эти с выездом, то есть обрыв вот этих контактов с внешним миром, да, поэтому, ну, зачем вам эти доллары, если вы их, ну, где вы их потратите, да, только средство сбережения какое-то такое очень примитивное, вот, ну, и есть еще разрыв экономических контактов компаний, что важнее, да, компании, то есть банки тоже не заинтересованы, им тоже особо не нужны сейчас доллары, потому что торговля там с той же Россией, она на 95% ведется в российских рублях. А торговля с Россией – это 65% белорусского экспорта. Поэтому, ну, вот поэтому мы сейчас видим, что... Ну, не сейчас видим, мы давно уже видим, да, что ставки по валютным депозитам, они же практически, ну, можно сказать, что уже даже почти отрицательные, да. С учетом инфляции, так они точно отрицательные. Там какие-то доли процента эти ставки, а если вы кладете большой вклад, то в некоторых банках еще вам же за него надо платить. Поэтому, ну, естественно, люди переводят те, у кого есть много денег, переводят их в белорусские рубли, потому что, ну, как бы на белорусском депозите вы действительно можете больше заработать. Вот. И поэтому, на самом деле... Поэтому, ну, мне кажется, что доллар действительно теряет свое значение, вот такого как бы универсального мерила, что ли, да, в Беларуси. Ну, и валюты-то на руках становится меньше. Атрымліваецца, что, ну, мы ж привыкли, что ладно, как бы, может быть, мне доллары вот зараз и не патрэбны, может, я там за мяжу не езжу, але захаваць у свой банк, который называется трехлітровый слоик, лепей все ж таки вось у долларах. То есть мы и от гэтага адыходим зараз? Не, ну такие заначки, я думаю, что есть там у всех или очень многих, да. Но просто надо понимать, что это же все-таки, ну, не те заначки, которые как бы по объему имеют, так скажем, ну, существенно макрофинансовое значение, да, условно говоря. Ну, то есть, ну, сколько там люди хранят в этих долларах? Ну, там несколько тысяч ты там хранишь максимум, да, а на самом деле люди, которые хранят доллары там наличных, ну, не знаю, 1000, сотни. Ну, это не то, что влияет на вот как бы на состояние там финансов страны, да, то есть речь идет все-таки больше о депозитах, которые, ну, большего объема могут быть, и которых действительно много, вот они, во-первых, действительно влияют на состояние финансов страны, а во-вторых, ну да, там действительно происходит переток валютных депозитов в рублевые депозиты. Ну, что естественно, потому что если вы получаете
там на долларовом депозите ставку 0,2%, то, извините, вы теряете деньги вместо того, чтобы зарабатывать на них, ну, с учетом инфляции. То есть на менавіта рублёвым зараз вось дэпазіце зарабіць можна. То есть гэтых вот небяспекаў, якія там былі, умоўна кажучы, там 11-го года там ці яшчэ што-нибудь такого, не варта чакаць. Конечно, их надо ждать. Нет, заработать на нем можно действительно, на самом деле. Вот. И, собственно говоря, ну, там и люди зарабатывают на них, то есть, ну, как бы там хорошие проценты, они намного выше, они выше инфляции, они выше ставки рефинансирования, ну, то есть вы действительно на них реально зарабатываете. Если говорить об опасностях, ну, конечно, они есть опасности, и, ну, как бы сейчас этих опасностей становится больше, чем было год назад, например, да, ну, больше рисков становится, что в стране может возникнуть какая-то вот, какая-то резкая финансовая нестабильность, ну, как бы, да, это как бы маловероятный сценарий, на него там можно, не знаю, отвести там 10%, условно говоря, из всех других вероятностей, но она есть, и она, вот эта вероятность какого-то резкого кризиса, она постепенно все больше увеличивается. Но учитывая, что вот прогнозы про российскую экономику, пессимистичные прогнозы про российскую экономику оказались слишком оптимистичными, как сказал Греф, то, видимо, это означает, что и для нас вероятность это выросла. Ну, то есть, если в России будет банковский кризис масштабный, то как бы у нас банки российские дочки, то есть нас это тоже очень сильно затронет. И что робить людям? Хороший вопрос. Я так не советник по личным финансам. Вот. Не, ну, я в какой-то программе уже говорил, что золото хороший ресурс. Зразумела, то есть это даўнія яшчэ до 20-го года постоянно. Ну, это ж все зразумела, трэба быць валютныя заначки, прычым у розных валютах, там евро, доллар, юань и российские рубли, то зараз мы уже так казать не можем. Ну, как бы зависит от того, сколько у вас денег. Вот, ну, то есть, на самом деле, не, ну, это всегда разумная политика разложить по разным валютам свои заначки, держать в разных банках. Как бы, добра, я вернуся тады до менавіта долара, тому что я гляжу інфармацыю, скончыліся 1 ліпеня торги на беларуска-валютнай фондавай биржы, і долар у чарговы раз патаннеў, зараз на 0,0, ну, в общем, 0,09%. Здавалася б, не шмат, але гэта ўжо как бы такі тренд. Вот, і ці што вот, ну, пра што гэта сведчыць, на што нам разлічваць? Вот давай по курсах. Да, очень просто. Я на самом деле как бы да, на самом деле все как бы вот то, что сейчас происходит с белорусским рублем, это результат того, что происходит с российским рублем. Да, российский рубль укрепляется. И на самом деле это никого не радует. Потому что вот в России там банки, российские компании, российский бизнес, они все говорят, они все очень несчастливы тем, что сейчас российский рубль стал слишком крепким. Это не тот курс российского рубля, который должен быть. Вот когда мы говорили первый раз, тогда вот обсуждения были и заголовки были вот там типа насколько еще укрепится рубль, там, да, как упадет доллар и так далее. Вот сейчас, когда мы говорим сейчас, заголовки другие, заголовки доллар будет стоить 90-100 рублей. Когда упадет российский рубль? Российский рубль упадет в середине июля. Там. Российский рубль упадет к осени. Вот все ждут сейчас падения российского рубля. И, соответственно, то же самое будет с белорусским рублем, ну, если российский падает. И я тогда делал этот рискованный прогноз, и я все еще его придерживаюсь. Тогда никто не решался это говорить, а сейчас уже некоторые это тоже говорят. Я считаю, что белорусский рубль вернется осенью как минимум к тому курсу, который был до вот этого всего укрепления российского рубля. 3,5 за доллар. Вот, поэтому, ну, если кто-то хочет... Запомните этот твит, да, чтобы потом Андрей мог говорить, ну, как Чалы любит, что
Я был першы, хто сказаў про вот это. А лучше не запоминайте этот твит, если все сбудется, так я сам напомню, а так забудете. А не збудется, так типа и не было ничего. Не было ничего, конечно. Ну, але ўсё ж таки ты, ну, как бы, нягледзячы на тое, што творыць Трамп, нягледзячы на вось гэтыя, как бы, недавер до доллара, ты прагназуеш ўсё ж таки рост. Ну, это как называется, да, такая белорусская пословица, пока толстый сохне, худый сдохне. Это как это про доллар и белорусский рубль. Ну, конечно, к доллару там есть какое-то недоверие, что-то там делает плохое Трамп, но все-таки это как бы более немножечко более весомая валюта, чем белорусский рубль. Поэтому, да, я думаю, что ну, если не случится ничего совсем уже апокалиптического, то действия Трампа на курс белорусского рубля, они, ну, к доллару, они не очень повлияют. У нас есть кому влиять на курс белорусского рубля. Але коротко, можа быць, чакаць нейкага такого тэктанічнага уплыву на эканоміку, можа быць, усяго свету, ну, беларускую найперш, калі Трамп усё ж таки увядзе вось гэтую сваю 500% тарифную на гандль с Россией. Да. Если это случится, в чем я лично, конечно, сильно сомневаюсь, но если вдруг это случится, то, конечно, это будет, ну, действительно такое огромное влияние, потому что, ну, это практически на весь мир, 500%, весь мир связан с США, там так или иначе торгует, и 500% пошлина. Ну, как минимум, это будет означать, это приведет к тому, что от России откажутся ее торговые партнеры, да. Ну, там Беларусь останется, а будет плохо в России, будет плохо и в Беларуси. Ну і на завяршэнне 18-й пакет ось гэтых санкцыйны, зразумела ён, што пакуль што не ухвалены, але магчыма да яго вернуцца і верагодна, што ухваляць насуперак тым, хто яго зараз заваліў. І з гэтай нагоды якіх пагрозаў чакаць? Ну, там же самая важная вещь, которую, насколько я понимаю, мы пока его еще официально, мы же не знаем его, да. Ну, зато ведаем про вот это. Да. Там... Но там главное, это вот эти санкции против белорусских банков, то есть это, ну, я бы не сказал, что это будет прям какое-то апокалиптическое влияние, там, типа, не знаю, ядерный взрыв, выжженное поле и так далее. Это усложнит... Ну, на банковскую систему может быть, а на людей? Ну, и на людей это тоже повлияет, потому что, ну, как бы это еще больше усложнит, там... Ну, и сейчас, мягко говоря, не с карточками всех банков белорусских вы можете расплатиться в Евросоюзе. Я даже не знаю, с какими-то еще можно, наверное, но с очень немногими, да. А если, ну, как бы введут на все банки, то, соответственно, ни с какими не сможете, да. Потом вот эта проблема наличных денег, вот то, что люди жалуются, да, у них там купюры не принимают в банках, там потертые, старые, да, потому что купюры старые, потому что банкам тоже получить эти купюры-то неоткуда из-за санкций. Поэтому проблема вот наличных купюр тоже проблема. Ну, поэтому, да, на людей это, как бы, конечно, повлияет. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але я нагадаю, што мы рэгулярна ў нашай студыі сустракаемся з Андрэем Махоўскім. Раз на 3 тыдні ён у нас у эфіры. Ну, а на сёння мы развітваемся, і я яшчэ раз нагадываю, што глядзець Андрэя, яго выпускі можна на YouTube-канале «Беларусы і рынок», праграма «Оптымум». Так што заходзьце, подписывайтеся, ну, праз подписку на YouTube-канал «Еврораду» і заходзіце далей. І там подписывайтеся, і ўсім будзе шчасце, але рабіце гэта, калі для вас бяспечна. Ну і расшэрвайце. Дзякуй вялікі, Андрэй, да наступнай сустрэчы. Дзякуй.